Бисмиллахир-рахманир-рахим. Салам алейкум. Здравствуйте, уважаемые зрители, друзья, коллеги. Сегодняшнее мое выступление будет посвящено депортациям, происходящим в европейских странах, и с последними событиями, которые приводят к этим депортациям. События, связанные с нашей молодежью, с чеченской молодежью. К большому сожалению, все-таки они не прислушиваются к нам, к старшим, и это большая беда. Я эту тему знаю очень хорошо, потому что в составе правозащитной группы, международной независимой правозащитной группы, мы писали много, очень много, если не тысячи, то сотни обращений, ходатайств, европейские страны, международные организации с просьбой защитить чеченцев от депортации и несправедливости. Хочу обратить ваше внимание на то, что вот в начале 2000-х годов подобного отношения не было. Власти европейских стран чрезвычайно тепло, гуманно относились к чеченцам. Можно сказать, на руках их носили. Ну, а затем отношение испортилось. Да, хочу привлечь еще внимание, что на многочисленные митинги в европейских странах, в европейских столицах выходили в том числе и политики, не говоря уже журналисты, писатели, выдающиеся деятели. Они поддерживали чеченцев, чеченских беженцев. Этим пользовались даже африканцы, записывая, выдавая себя за чеченцев, и люди других национальностей. Так что такой вот карт-бланш был предоставлен чеченским беженцам. Но потом ситуация стала меняться. Ситуация у беженцев стала ухудшаться. К ним появилось недоверие, начались депортации. К великому сожалению. И я хочу сказать нашим беженцам о том, что российские спецслужбы не спят. Вовсе не спят. Им не нужно такое благожелательное отношение к чеченским беженцам. Они сеют раздор, вражду. Они делают то, чем занимались сотни лет. И вот здесь, в Европе, они очень преуспевают. Ну а наша молодежь, бедная молодежь, бедна она скудостью своего ума, подписывается под их эти операции. Потому что ума нет, мозгов нет. Ведь к ним, в эти группы внедряются спецслужбами России, внедряются специальные агенты из тех же самых чеченцев. Вот он рядом стоит, откуда он знает? Молится, неистово бьется лбом. А все-таки ему бы следовало бы задуматься, вычислить, кто же из нас этим занимается отвратительным вот этим вот делом. Вербует, людей вербуют. Это так называемое исламское государство вербуют. И люди едут куда-то в Сирию, в Ирак ездили. И сейчас есть такие. Я приведу вам пример одного такого деятеля, Ахмед Чатаев. Да, он оказался работником спецслужб российских. А ведь сколько он воды баламутил, сколько он людей сбил с пути. Мы, правозащитники, писали ему неоднократно.
ходатайство, мы же тоже не знаем, откуда он и как он. Что он сотворил в Лопотском ущелье, сколько людей погибло из-за него. Вы должны это вычислять, вы должны это знать. А для этого нужны ваши знания. А знаний у вас нет. Поэтому происходят трагедии. Ведь Европа, европейские страны боятся больше всего чего? Вот этих вот террористических актов. Они боятся, что чеченцы совершат то, совершат другое, и поэтому, опасаясь, вас выселяют, вас депортируют поэтому. Вы не слушаете старших, а сами создаете какие-то кучки, а в этой кучке есть агент. Понимаете? И это я только называю одно имя, а таковых очень много. Вы понимаете, я слишком много писал на эту тему. У меня много очень статей на эту тему. И еще раз обращаю внимание, но вот у меня нет канала своего, я делал выступления по поводу того, что наши люди, наша особенно молодежь должна иметь знания. Илм. Ведь слово илм повторяется в Коране более всех слов других. А у нас где наш илм? У нас илм это кучки создали себе, радикализуются молодые ребята, и потом себя втягивают в трагедии, других втягивают в трагедии. Вот что происходит. А что же делать европейским странам? Как уберечься? Вот они и делают эти депортации, совершают депортации, нарушая международное законодательство, конвенции. Но эти молодые-то люди, они-то сами заставляют их это делать. Почему вы отпускаете огромные бороды? У вас что? Сосредоточение ума большое. Ведь раньше по длине бороды, по его судили о том, что этот человек умный, этот человек знающий. Потом, например, что произошло в сталинские времена с нашими стариками? Вы, наверное, помните, эти бороды исчезли. Почему они исчезли? Да потому что это грозило опасность со стороны сталинских спецслужб. Хватали любого, у кого есть борода, и сразу расстреливали. Таким образом было расстреляно порядка 6-7 тысяч наиболее выдающихся наших алимов. Потом люди взяли просто, и мусульмане состригли эти бороды. Ведь ум-то в голове, не в бороде. В мозгу человеческом. Они боялись именно вот этих умных, грамотных, толковых людей. А теперь я задаю вопрос нашим длиннобородым. Неужели у вас столько много ума? Неужели вы закончили университеты, институты, прочли все священные книги? Неужели? Я так не думаю. А вот что о знании говорится в Коране. Я вам приведу несколько источников. Это, послушайте внимательно. Подлинно он, Коран, знамения ясные в груди тех, которым дано знание. И отрицают наши знания только люди нечестивые. Знание, вот дается комментарий Ахмада Дидата. Ахмед Дидат говорит, знание ильма означает и силу суждения в определении критерия правды и знакомство с предыдущими откровениями. То есть, то, что было ниспослано до Корана, это, Ахмед Дидат говорит, тоже надо использовать и знать надо. Вот представляете, сколько ума надо.
Оно подразумевает и литературное, и духовное видение. Для людей, одаренных разумом, откровения знамения Бога самоочевидны. Они питают их душу, разум и представление. В арабском языке это олицетворяется словом садр – грудь, сердце. Этот же аят есть в другом источнике, в другом переводе, Маулана Мухаммад Али. Вот что говорит этот перевод. Фактически это одно и то же. О нет, это ясные послания в сердцах тех, кому даровано знание. И никто, кроме неправедных, не отвергает посланий наших. То есть люди нечестивые, неправедные, они отвергают. Я опять-таки, пользуясь случаем, очень прошу наших молодых людей обучаться в вузах европейских стран. Вы понимаете, раньше наши деды, старики мечтали о том, чтобы своих сыновей, внуков послать в Европу, и чтобы они там обучались. Но, к сожалению, наши ребята или же из-за слабости своего ума, или же недоверия. А ведь как можно не доверять стране, в которой ты живешь? Ведь вам ниспослана благодать, вас приняла эта страна, вас не приняла Саудовская Аравия, Катар и другие, которые живут припеваючи, но вас приняло европейские страны, приняли. И надо быть благодарным им, хотя бы как за гостеприимство. Ведь дали кровь, дали пищу, дали все. И теперь я привожу вам сравнение того, что произошло, когда были первые сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Вот когда им грозила опасность, пророк Мухаммад послал их куда? Он их послал в христианскую страну, Абиссинию, где правитель христианской страны принял их, согрел, дал им кровь, дал им питание, дал им все. Вот аналогичная ситуация возникает с нашими беженцами, ведь вы прибыли сюда. Благодарите эти государства, эти страны, эти народы. А вы что делаете? Мне даже стыдно становится иной раз за нашу молодежь. И еще раз я привлекаю ваше внимание к тому, что надо изучать знания, надо изучать илм, надо стремиться к илму. Вот есть такой ученый Маулана Абдул-Алим Сиддикуи. Вот что он говорит. О Коране говорит, прежде всего. Вновь и вновь он, Коран, увещевает мусульман, что поиски научных знаний есть одна из их религиозных обязанностей. На вас лежит обязанность. Поиск знаний. Какие знания? Аллах призывает нас изучать миропорядок и общие свойства материи под энергетическими воздействиями, что является вопросами современной физики. Затем химия, геология, геодезия, астрономия. Где вы почерпнете эти знания? Ну, где вы почерпнете эти знания, кроме как в вузах, европейских вузах? Я хочу обратить ваше внимание, и сами европейские страны были бы вам благодарны за то, что вы учитесь, потому что вы будете стараться во имя
этой страны, этой европейской страны. Вот что происходит в Англии. Вы посмотрите, сколько там мусульманских лидеров. Вы посмотрите, сколько там мэров городов, населенных пунктов. Мусульмане, они даже в руководстве Англии. А почему? Просто так же их не возьмут. А приняли их, взяли на работу и определили их, потому что они обладатели знаний. Вот что происходит. Я искренне надеюсь на то, что мои призывы будут к вам, молодежь, будут услышаны. Иншаллах, и вы станете на самый верный путь. И будете обладателями знаний, иншаллах, и станете полезными своей семье, своим родным, близким, своему народу, и в том числе и европейским странам, которые выразят вам эту благодарность. Баркалладу. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.